Жителям города Сунжи совсем скоро больше не придется терпеть неприятный запах, который уже годами расходится по всей округе. Работа по ликвидации местной несанкционированной свалки на площади более чем 9 гектаров почти завершена. 75% отходов уже собрали и вывезли. План ликвидации мусорной свалки в Сунже был разработан еще 4 года назад. Но по ряду причин, в том числе из-за нехватки финансов, проект ликвидации мусорных отходов был на время приостановлен. Шанс покончить раз и навсегда с этой многолетней проблемой появился в прошлом году с подписанием президента майских указов. В соответствии с документом были разработаны национальные проекты, одним из которых стала программа, направленная на ликвидацию стихийных свалок и объектов накопления экологического вреда. Данная свалка ликвидируется в рамках национального проекта «Экология». В него входит федеральный проект, так называемый «Чистая страна». Свалку мы начали уже ликвидировать. Все документы мы подали в Минприроды, заявки, документы, проекты, всю работу сделали. Администрация провела межевание участка, оформила право собственности. Все эти документы подали в Минприроды, удалось включить эту свалку и свалку города Назрань в федеральный проект. Эта свалка существует уже несколько десятков лет, в течение которых представители Минприроды не раз пытались ее ликвидировать, но сделать это своими силами не получалось. После того, как был дан зеленый свет и оказана поддержка по линии нацпроекта, экологи изыскали необходимые средства и ресурсы для того, чтобы очистить это место от бытового и строительного мусора, доходившего в некоторых местах до 5 метров в высоту. Несколько десятков рабочих при помощи тяжелой техники принялись наводить здесь порядок. Администрация Сунжинского района совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Ингушетии начали работу по очистке этого места, при этом проводили разъяснительную работу с населением. В мечети обращаемся к имамам с просьбой обратиться к населению, что у нас есть другой полигон, выделенный специально под свалку мусора. Организовали здесь, значит, охрану. Ребята, занимаются, чтобы не возили или не сваливали там, где куда-то не положено. Значит, его возят на эту свалку. То есть проводят те мероприятия, которые считаем правильными и необходимыми. Непередаваемый запах, разносимый ветром на несколько километров, антисанитария и прямой урон, наносимый природе. Все эти побочные явления стихийной утилизации отходов будут ликвидированы. На сегодняшний день вывезли уже более 300 тысяч кубов бытового и строительного мусора, и работа в этом направлении продолжается. Работа как заключается не только вывоз отходов, который мы осуществляем на действующую полигонную экосистему. Помимо этого мы планируем провести вертикальную планировку участка, мы планируем завести грунт, многолетние травы, посадить. Два этапа рекультивации будет: технический, биологический. Биологический это уже завершится, когда будут посажены травы, и будет дальше наблюдение за этим участком, как все произрастает, как все это происходит. Приоритетными задачами национального проекта «Экология» является решение первостепенных проблем загрязнения природных ресурсов, неэффективности утилизации мусора, негативного техногенного влияния на окружающую среду. По программе нацпроекта планируют провести еще ряд различных работ. Уже начата ликвидация несанкционированной свалки в городе Назрань площадью в 10 гектаров, и на очереди еще несколько территорий. Помимо этого мы планируем в 2020 году провести рекультивацию свалки в городе Малгобек. Вся необходимая работа с нашей стороны уже практически выполнена для того, чтобы включить эту свалку в наши планы. А в национальный проект ликвидация этой свалки уже включена. То есть, и помимо этого, в 2021 году мы планируем ликвидировать свалку в городе Карабулак. Тоже 15 гектаров, большая свалка. В итоге выполнение всех мероприятий позволит восстановить земельные участки на площади 52,7 гектаров. Следует отметить, что Ингушетия – один из первых регионов, где уже приступили к реализации нацпроектов. Сфера экологии приоритетна. Здесь работают над улучшением экологической обстановки в стране и качества жизни граждан. Но, как отмечают экологи, всем нам необходимо запомнить одну простую истину: чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.